Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы продолжим изучать вопросы, связанные с робототехникой. И сегодня более подробно остановимся на таком вопросе, как организовать работу в кабинете робототехники. Какие вам необходимы инструменты для того, чтобы эффективно проводить занятия по разработке проектов, связанных с роботами, а также как работать с этими инструментами. Но для начала давайте рассмотрим, как правильно организовать непосредственно рабочее место в кабинете робототехники. Как правило, в кабинетах у нас находятся обычные парты, либо офисные столы, у которых поверхность стола такая очень ровная, и в то же время она очень сильно подвержена внешнему воздействию. То есть вы при работе можете легко ее поцарапать канцелярским ножом, или, к примеру, работая с паяльником, вы можете легко поверхность пропалить при работе с горячими веществами, материалами. Поэтому поверхность стола нам необходимо защитить перед работой. Чтобы это сделать, мы вам рекомендуем приобрести такой материал, который называется ДВП. Это вот такая вот древесно-волокнистая плита. Продается она в строительных магазинах. То есть она служит для того, чтобы делать заднюю стенку какой-либо мебели. Эта плита, она очень тонкая, в то же время очень такая прочная. Если вы ее положите на стол, в дальнейшем при работе, то есть вы можете с легкостью проводить какие-то действия, совершенно не боясь повредить столешницу вашего стола. То есть ваша столешница будет всегда чистенькая, без каких-либо повреждений, без царапин. А на этой поверхности вы можете с легкостью, то есть производить какие-то работы, к примеру, канцелярским ножом производить резку какого-либо материала. Точно так же, работая с паяльником, вы не будете бояться, что вы можете случайно повредить поверхность стола, то есть прожечь ее паяльником. То есть даже если у вас паяльник случайно упадет на стол, эта поверхность, конечно же, повредится, но сама столешница останется целенькой, что нам и нужно. Потому что этот материал можно легко заменить, стоит он очень дешево. Мы вам рекомендуем каждый стол оборудовать вот такой вот поверхностью, чтобы было безопасно работать и чтобы мебель оставалась целой. Давайте начнем рассматривать с инструментов, необходимых нам для проведения инженерных работ по разработке конструкции робота. Итак, первый инструмент, который обязательно должен быть в кабинете робототехники, это вот такой вот инструмент. Называется он штангенциркуль. Что это такое? Это точное измерительное устройство, которое предназначено для измерения диаметров либо длин сторон каких-либо объектов. Как он работает? К примеру, у нас есть вот такой вот металлический вал. Нам необходимо узнать его диаметр, чтобы в дальнейшем его использовать в конструкции робота. То есть мы берем штангенциркуль, вот так вот зажимаем его между губок штангенциркуля. И здесь у нас есть шкала, где на шкале первое деление нам показывает длину в миллиметрах. То есть мы можем узнать точно, какой диаметр у этого материала. Точно так же с помощью штангенциркуля можно измерять поверхности, длины сторон любых других предметов. Допустим, вот такая деталь. Нам нужно узнать, какая у нее толщина. Точно так же берем штангенциркуль и производим измерения. Кроме того, в штангенциркуле есть еще губки, вот здесь вот они находятся, которые позволяют измерять внутренний диаметр. То есть как это происходит? Нам нужно узнать диаметр вот этого отверстия. Чтобы это сделать, мы берем штангенциркуль, заводим его внутрь и раздвигаем. Губки раздвигаются, тем самым мы можем узнать диаметр этого отверстия. Также в штангенциркуле есть еще один инструмент. Это вот такая вот выдвижная планка, которая нам позволяет узнать глубину отверстия. К примеру, нам нужно узнать глубину вот этой вот части. То есть мы выдвигаем, так вот ставим, опускаем до упора. И точно так же первое деление на шкале штангенциркуля нам покажет глубину отверстия. В данном случае это не отверстие, а просто глубина внутренней стенки. Таким образом, с помощью штангенциркуля мы можем измерять параметры, размеры любых деталей. Также с помощью штангенциркуля очень легко можно определить диаметр сверла. К примеру, у нас есть сверло. Мы не знаем, какого оно диаметра. То есть мы можем с помощью штангенциркуля произвести замер диаметра сверла.
То есть в данном случае это сверло у нас диаметром 10 мм. И, конечно же, с помощью штангенциркуля можно производить замер диаметров болтов или винтов. К примеру, этот винт у нас, диаметр его 4 мм. То есть вот таким образом можно произвести замер. Важно, у штангенциркуля есть широкие губки и вот здесь вот узкие губки. При замере диаметра болта лучше использовать именно широкие губки, потому что узкие могут попасть в резьбу и диаметр кажется меньше, чем он есть. А широкие губки покажут точный диаметр данного винта. Да, при измерении любых объектов, предметов, лучше, конечно же, использовать именно широкие губки штангенциркуля. Так ваши показания будут более точными. Вот так вот можно производить замеры. Это был штангенциркуль, с помощью которого вы можете производить какие-либо измерения. Разрабатывая робота, мы вам рекомендуем использовать две технологии производства корпусов робота. Это первая — печать деталей на 3D принтере. У вас будут получаться вот такие вот примерно детали. То есть они могут быть, конечно же, разных цветов, разных форм. Или же второй способ — это использовать алюминиевый профиль. То есть вот такой вот алюминиевый профиль в качестве материала для изготовления деталей корпуса. Дело в том, что даже применяя технологии 3D-печати, не всегда можно точно изготовить деталь с нужными параметрами, поэтому детали приходится немного дорабатывать. Ну и, конечно же, детали из алюминия, если вы будете использовать их, тоже нужно будет дорабатывать. То есть необходимо производить обработку этих деталей. Для этого мы рекомендуем приобрести несколько инструментов, с помощью которых вы можете производить данную работу. Но прежде чем производить обработку материала, вам необходим инструмент, который называется тиски. Вот здесь. То есть тиски предназначены для зажима какой-либо детали, то есть для ее фиксации. Например, у нас есть деталь, мы хотим провести какие-то действия по обработке материала. То есть мы эту деталь с помощью тисков фиксируем, то есть зажимаем губками. Здесь такой вот зажимной винт есть. Зажимаем. Все, деталь у нас зафиксирована. Теперь можно над ней производить какие-либо действия. Мы рекомендуем вам взять столярные тисы, не очень большие. То есть бывают большие, а бывают средние. То есть вам хорошо подойдут средние столярные тисы. Они удобно подойдут для работы со всеми необходимыми материалами. Итак, чтобы производить обработку деталей, напечатанных на 3D принтере, или же деталей из алюминия, вам нужны тисы, чтобы деталь фиксировать. К примеру, у нас детали, вот эта вот часть, она лишняя, то есть нам ее нужно убрать. Мы можем зафиксировать деталь. Давайте вот так вот развернем тисы. Эти тисы, кстати, могут поворачиваться. Ну, в принципе, вам такие не обязательно брать. Можно брать фиксированные без возможности поворота. То есть деталь фиксируем в тисах. Деталь зажата. Теперь можно над ней проводить обработку. К примеру, если вам нужна деталь, убрать лишнюю часть детали, вы можете использовать вот такой вот инструмент. Это ножовка по металлу. То есть у нее специальное вот такое вот полотно, которое хорошо режет металл, но также оно без проблем режет как древесину, так и, допустим, детали из пластика напечатаны на 3D принтере. То есть зажав, вы уже можете производить непосредственно пиление детали, убирая необходимую ненужную вам часть. Также, конечно же, можно производить обработку алюминиевых деталей. То есть зажав деталь точно так же в тисах, вы можете производить распилы этой детали в нужном вам месте. То есть ножовка по металлу — очень необходимый важный инструмент, с помощью которого можно легко отпилить, распилить любые материалы. А также очень часто необходимо в деталях делать какие-либо отверстия. Отверстия нужны для того, чтобы, к примеру, деталь соединить болтами или винтами, как показано вот здесь. Или, к примеру, вы распечатали деталь, здесь вы предусмотрели отверстия для соединительных винтов, но оказывается, что винты не помещаются в это отверстие, то есть отверстие оказалось слишком узким, то есть ошибка при моделировании. Или же, к примеру, у вас есть отверстие, куда должен ставиться какой-либо вал, но вал тоже не вставляется, потому что отверстие в данном случае слишком узкое. Вам необходимо рассверлить это отверстие, то есть сделать отверстие больше. Для того, чтобы рассверлить отверстие или сделать новое отверстие в каком-либо материале, вам, конечно же, необходим инструмент для произведения сверлильных работ.
На уроках робототехники очень хорошо для этих целей подойдет вот такой вот электронный инструмент. Это электронный шуруповерт. Несмотря на то, что он называется шуруповерт, он точно так же хорошо выполняет функцию не очень мощной дрели, но мощности шуруповерта нам вполне достаточно для того, чтобы производить работы по сверлению отверстий. Обратите внимание, этот шуруповерт не имеет провода питания, то есть он работает от вот такого вот аккумулятора, то есть поэтому у него нет никаких проводов, он очень легкий, то есть с ним ученики без проблем справятся, он не тяжелый, то есть им очень легко работать, благодаря тому, что нет провода. А у шуруповерта есть вот такой вот патрон. Чтобы сюда зажать, допустим, сверло, нужно взять основание патрона, зажать рукой, то есть вот эту вот часть. А вот эта часть патрона, она крутится. То есть когда вы ее крутите, посмотрите внутрь, здесь есть такие губки, которые выдвигаются и сжимаются. Таким образом они могут зафиксировать сверло. К примеру, нам здесь нужно просверлить отверстие под винт диаметром 4 мм. То есть отверстие сюда, в это отверстие винт не влазит. То есть нам необходимо взять сверло. Нам нужно сверло диаметром 4 мм. То есть обратите внимание, здесь все сверла подписаны. То есть их диаметр подписан. Но даже если вы не знаете, какого диаметра сверло, вы можете воспользоваться штангенциркулем, чтобы произвести замер диаметра этого сверла. То есть вот у нас сверло на 4 мм. То есть мы его теперь должны зажать в патрон. То есть мы раздвигаем губки, чтобы размер был побольше. Вставляем сверло и зажимаем губки. Поправляем сверло, чтобы было по центру. Вот губки сомкнулись. Теперь, также держа основание, второй рукой плотно закручиваем патрон, чтобы сверло хорошо зафиксировалось, чтобы оно при сверлении не выпало. Теперь мы можем непосредственно приступать к сверлению. Но прежде чем производить сверление, необходимо подготовить рабочий стол, потому что, к примеру, если вы будете сверлить на поверхности стола, то вы с легкостью просверлите ДВП и потом повредите саму столешницу, чего, конечно же, нельзя допускать. Для того, чтобы безопасно производить работы по сверлению, вам необходимо на вашем рабочем столе разместить еще одну защитную поверхность. В качестве такой поверхности очень хорошо подходит вот такая вот плита из ДСП или ЛДСП. То есть это древесно-стружечная плита, из которой делается обычная офисная мебель. То есть на этой плите уже можно с легкостью производить сверление. Плита достаточно толстая, и вы, производя сверление какой-либо детали, к примеру, вот так вот, если вы будете делать, когда вы просверлите отверстие самого материала, то сверло немножко войдет в саму поверхность ДСП, но при этом до столешницы не достанет. И сверление будет происходить безопасно, без риска повредить мебель. Итак, чтобы произвести отверстие, вы можете деталь зафиксировать в тисках. То есть раскручиваем, фиксируем и придерживать деталь рукой. Но главное, руку нельзя держать близко к сверлу, то есть рука должна быть немножко подальше. То есть вы можете производить рассверливание. То есть мы произвели рассверливание, теперь у нас винт, он легко помещается в полученное отверстие. Ребята, очень важный момент. Мы работаем с деталями разных размеров, и часто нам эти детали необходимо сверлить. Смотрите, ребята, если деталь размером меньше 15 сантиметров, то эту деталь обязательно необходимо зажимать в тисках, потому что, когда деталь маленькая, ее очень сложно удерживать. Здесь правило рычага, то есть чем длиннее плечо рычага, тем меньше силы нужно прикладывать. Но так как деталь маленькая, длина рычага маленькая, то во время сверления может произойти такой случай, что сверло будет закушено, и сверло начнет вращаться, вернее, деталь начнет вращаться вместе со сверлом. То есть это вот так вот, смотрите, может быть. И в этот момент, то есть деталь может вам ударить по рукам, и может произойти травмирование. Это все потому, что деталь короткая, и, соответственно, ее удерживать сложнее. Поэтому вот такую вот маленькую деталь всегда необходимо зажимать в тисы. Однако, если же у вас деталь большая, к примеру, вот такая длинная планка, то есть деталь более 15 сантиметров в длину, то вы ее можете легко удерживать руками и производить сверление, потому что у нас здесь длина рычага большая,
И вам будет совершенно нетрудно ее удержать при сверлении. То есть даже если сверло здесь будет закушено, то деталь у вас из рук не вырвется. То есть она по-прежнему у вас будет находиться в руках, и сверление будет происходить безопасно. Но, конечно же, лучше всегда зажимаете деталь в тисы. Так вы точно обеспечите безопасную для себя работу. То есть желательно, конечно, всегда деталь зажимать в тисы и производить сверление уже в зафиксированной детали. Но, конечно, бывают разные случаи. Иногда деталь зафиксировать нельзя. Но в этом случае, если она больше 15 см длиной, вы можете также ее производить сверление, удерживая ее руками. То есть вот так вот. Таким образом, вы можете производить различные операции по сверлению. Как я уже сказал, делать отверстия для соединения деталей болтами, винтами, рассверливать отверстия в пластиковых деталях, точно так же, допустим, рассверлить отверстие под вот этот вал, используя вот такой вот инструмент. Конечно же, мы его сейчас используем как дрель, но если сюда закрутить специальную биту, то она у нас будет уже как шуруповерт. Обратите внимание, что дрель может вращаться в одну сторону, также здесь есть кнопочка реверса, после чего дрель вращается уже в другую сторону. А также есть нейтральная позиция, при которой дрель вообще не крутится. То есть это такая безопасная позиция, чтобы случайно кто-то не нажал. Итак, это была дрель-шуруповерт для того, чтобы производить сверление. И вот такой вот набор сверл, где вы найдете все необходимые сверла для любого отверстия. То есть отверстие, какое вам только понадобится. Также, конечно же, вам нужны самые традиционные инструменты для работы с механизмами. Это набор разных отверток. То есть отвертки могут быть большие, могут быть маленькие, могут быть крестовые, могут быть плоские. То есть мы вам рекомендуем приобрести целый набор таких отверток. То есть отвертки нужны для того, чтобы производить скручивание винтов, раскручивание каких-нибудь шурупов и так далее. То есть для таких вот работ. Встречаются самые разные винты, которые мы будем использовать, большие и маленькие, поэтому желательно, чтобы отвертки были разные. А также непосредственно сами винты. Мы вам рекомендуем пойти в строительный магазин и там приобрести различные винты. То есть я вот самостоятельно приобрел вот такой вот кейс, где у нас собраны винты различных размеров и также гайки для этих винтов. То есть вот у нас есть разные винты и гайки. Мы вам рекомендуем использовать винты следующих размеров. Винты диаметром 3 мм, вот такие вот винты. Они достаточно маленькие и легкие, то есть ваш вес конструкции будет не утяжеляться. В то же время их очень легко использовать. Их диаметр вполне достаточно, чтобы скреплять большинство всех элементов в вашем механизме. И также еще мы рекомендуем использовать винты диаметром 4 мм. С ними более удобнее работать, так как они больше, и в то же время они достаточно легкие. Какие-то другие винты или болты больших размеров, допустим, вот такие вот винты на 5, мы использовать не рекомендуем. То есть, в принципе, они слишком большие, слишком тяжелые, а в наших роботах не будет такой нагрузки, чтобы применять вот такие вот большие болты. То есть вполне будет достаточно винтов диаметром 4 мм. И также, конечно же, возьмите к ним различные гайки, а также можете взять небольшое количество шайб. То есть шайбы нужны в том случае, если, к примеру, отверстие произведено слишком большое, и головка винта, она будет проваливаться в это отверстие. В этом случае используйте шайбочку. То есть нам нужны винты на 3. Кстати, винты могут быть еще разные по длине. Мы вам советуем взять несколько разных вариантов по длине, то есть длинные, короткие, средние. И также винты на 4 тоже советуем взять длинные, короткие, средние. То есть бывают самые разные случаи ситуации, и, соответственно, там могут пригодиться винты самых разных размеров. Можете приобрести вот такой вот пластиковый кейс, где очень удобно хранить винты и гайки. И легко будет их использовать, легко к ним получить доступ, и будет совершенно несложно подобрать необходимый винт. Как их использовать? То есть мы их используем для того, чтобы соединить, допустим, алюминиевые профили между собой, как вот показано вот здесь вот.
или, к примеру, для того, чтобы соединять вместе какие-либо напечатанные пластиковые детали. Допустим, вот эта деталь должна соединяться с этой деталью. То есть у нас здесь есть заранее подготовленные отверстия. Вот таким вот образом мы можем соединять. То есть здесь у нас будет гайка. То есть берем гаечку, накручиваем. И вот так вот мы производим вот такое вот соединение пластиковых деталей. И у нас получается какой-либо механизм. То есть вот такой вот принцип использования винтов. То есть, конечно же, мы при 3D-печати не можем смоделировать целиком всего робота. То есть робот будет состоять из отдельных деталей. И все эти детали вы будете скручивать вот таким вот образом винтами. Заранее всегда делайте отверстия под винты, чтобы их не приходилось сверлить в чистом пластике. В этом случае твердость пластика уменьшается. То есть структурная устойчивость всей детали, всего механизма будет намного хуже. То есть желательно отверстия заранее подготавливать вот так вот и делать их правильного размера, чтобы не приходилось рассверливать. Также нам, конечно, нужны для работы это плоскогубцы. Вот такие вот нам нужны, одни большие и одни плоскогубцы чуть поменьше, с такими узкими губками, с помощью которых удобно, к примеру, зажимать гайки в труднодоступных местах, где нужно произвести, допустим, скручивание. Большими, конечно, работать удобнее, но маленькие нужны для таких вот очень узких мест, где ими будет работать намного удобнее. То есть обязательно нам нужны плоскогубцы, то есть два вида плоскогубцев. Также хорошо было бы иметь вот такой вот инструмент. Это ножницы по металлу, с помощью которых можно производить резку каких-либо материалов, в том числе даже металла. К примеру, если нам нужно отрезать кончик, то есть вы легко можете с помощью этих ножниц по металлу произвести резку этого металла. То есть видите, у нас произошла резка. Также можно с помощью этого инструмента произвести резку пластика. То есть, конечно, резка будет очень грубая, но в то же время очень быстрая. То есть берем и вот так вот мы можем произвести, то есть вот такую вот резку. То есть в данном случае как кусачками как будто бы откусили. Как я уже сказал, деталь будет поверхность грубая, но зато быстро. То есть это в том случае, когда вот эта деталь, она не видна. То есть где-то, допустим, внутри механизма скрывается. Можно поступить вот таким образом. То есть ножницы по металлу для резки различных материалов. Также мы рекомендуем приобрести набор струбцин. Струбцины — это вот такие вот механизмы, которые точно так же, как тиски, могут зажимать какие-то детали вместе. Это очень удобно использовать. К примеру, если вам нужно совместить все две детали, а потом их просверлить и закрутить так, чтобы детали не смещались. К примеру, нам нужно произвести вот здесь, вот, допустим, сверление. Мы можем использовать струбцину и вот таким вот образом деталь зафиксировать. То есть сейчас я покажу, как это сделать. Мы немножко подкручиваем. Вот так вот совмещаем. Еще подкручиваем. Затягиваем. Вот. Теперь вот эти две детали, то есть металлическая и пластиковая, они теперь вместе совмещены, они не двигаются, и теперь, к примеру, мы можем здесь произвести сверление отверстия, а потом произвести скрутку с помощью винта. То есть струбцины необходимы для фиксации каких-либо предметов или материалов вместе. То есть бывают разные, маленькие или же большие, то есть для разных случаев. Также, конечно же, обязательно нужен молоток. То есть это тоже очень важный инструмент. С помощью него, к примеру, можно забивать подшипники в обоймы, можно проводить какие-то другие действия. То есть молоток тоже нам обязательно нужен в кабинете робототехники. Также нам пригодится вот такой вот инструмент, это рулетка. В данном случае вам легко подойдет рулетка на 5 метров. С помощью рулетки мы можем производить замеры каких-либо материалов или предметов, более таких больших, к примеру, алюминиевый профиль. И, конечно же, нужен маркер, к примеру, чтобы отметить нужную длину, а потом произвести распил. То есть распил в этом месте. Но чтобы распил был ровный, необходимо здесь наметить ровный угол. Для этого вы можете использовать вот такой вот инструмент, который называется уголок. Суть его в том, чтобы производить отметки
и ровные линии на каких-либо предметах. То есть вот эта часть уголка, видите, она более широкая, она выступает. Мы ее можем упереть вот так вот в одну сторону алюминиевого профиля, подвести вот эту планку к черте, и теперь можно отметить идеально ровную линию, то есть под 90 градусов на вот этом профиле. И точно так же можно сделать отметку с другой стороны. Теперь вы можете производить распил ножовкой по металлу ровно по этой линии. У вас получится ровный аккуратный распил. То есть сторона будет ровно по 90 градусов. Также вы можете использовать инструмент уголок для того, чтобы ровно по 90 градусов совместить какие-либо детали, которые у вас будут скручиваться или соединяться. Вот как показано здесь. То есть у нас собирается такая рамка. И с помощью уголка мы контролируем, чтобы рамка была ровно, то есть чтобы разные стороны рамки соединялись ровно под 90 градусов. То есть этим инструментом это очень удобно и легко контролировать. Вот видите, здесь 90 градусов не соблюдается. То есть есть вот такая вот щель, можно увидеть. А вот здесь вот с этой стороны у нас ровно 90 градусов. То есть вот таким образом мы можем контролировать правильность собираемой формы. Инструмент уголок тоже очень сильно пригодится вам в работе. Также часто возникают случаи, когда нужно произвести скручивание каких-либо болтов, поэтому мы вам рекомендуем приобрести вот такой наборчик гаечных ключей. Наборчик начинается с самым маленьким ключом, который подходит к головку размером 6 мм, и заканчивается данный набор на 19, то есть ключ для болтов с головкой на 19. Это такой универсальный набор гаечных ключей для различных случаев, которые только могут у вас возникнуть. И очень сильно вам пригодится вот такой вот набор надфилей или напильников. Здесь есть разные маленькие напильники с разным профилем рабочей поверхности. То есть есть вот такие вот полукруглые, полностью круглые или же квадратные. То есть эти напильники вам необходимы для дополнительной обработки пластиковых деталей. К примеру, у нас есть деталь, и, к примеру, вот сюда вставляется механизм, но здесь слишком плотно напечатанный механизм не помещается. То есть мы можем с помощью напильника произвести более точную обработку, то есть подточить детальку. И теперь сюда деталь необходимая, она уже в дальнейшем хорошо поместится, то есть с помощью напильника. Также, к примеру, с помощью напильника круглого мы можем, к примеру, расширить отверстие, если это нам нужно. То есть немножко так по кругу протачиваем и расширяем отверстие, чтобы, допустим, какая-то другая деталь поместилась. То есть вот такой вот набор надфилей и напильников тоже вам обязательно пригодится в работе над проектами. Ну и, наверное, последний инструмент – это обычный канцелярский нож. Он тоже часто пригождается. С помощью него, к примеру, можно убрать какие-то элементы на пластиковые детали. К примеру, после сверления могут оставаться заусенцы, и вы можете ножиком аккуратненько обработать. Будьте очень аккуратны, соблюдайте меры предосторожности, чтобы случайно не травмироваться. К примеру, также можно подрезать какие-нибудь края, уголки у объекта. Когда вы работаете с канцелярским ножом или с любым другим ножом, важно, никогда не работайте так, чтобы нож направлялся вот так вот на вас. В этом случае нож может соскользнуть, и есть вероятность травмирования. Всегда работайте так, чтобы нож направлялся от вас, то есть вот так вот. В этом случае, даже если нож соскользнет, он отходит в сторону, и никакой опасности травмирования, соответственно, уже нету. То есть вот так вот работаете, вот так вот ни в коем случае нельзя, а вот так вот можно. То есть с помощью ножа тоже можно многие различные операции по подгонке пластиковых деталей производить. Ну и последнее, о чем мы хотели сказать, это склеивание деталей. Часто бывает, что какие-то детали необходимо между собой склеить. То есть бывает, что деталь сломалась, или просто вы в вашем механизме предполагаете, что детали в дальнейшем будут просто вот так вот склеены. Для склеивания деталей мы вам предлагаем использовать вот такой вот двухкомпонентный клей Акфикс. В маленькой пластиковой баночке непосредственно сам клей. И вот в такой вот баллоне с аэрозолем находится активатор клея. То есть как производить склеивание? Вы на одну поверхность наносите непосредственно сам клей тонким слоем. На вторую склеимую поверхность вы наносите аэрозоль. То есть здесь у нас находится активатор, здесь сам клей. А потом аккуратненько совмещаете детали и плотненько их прижимаете в
В течение нескольких секунд клей затвердеет и деталь будет полностью склеена. То есть клей X-Fix очень хорошо подходит для склеивания пластика. На этом рассмотрение инструментов для проведения инженерных работ мы закончили. Далее перейдем к инструментам для работы с электроникой и радиодеталями. А для работы с электроникой и радиодеталями вам опять же понадобится вот такая вот защитная поверхность для стола, потому что, работая с паяльником, можно капнуть расплавленным олово, и поверхность вашего рабочего стола может повредиться. Данное же покрытие опять же предотвратит это. Также вам могут пригодиться обычные тиски для зажимания каких-либо радиокомпонентов, чтобы, к примеру, их спаивать. Ну, конечно же, самый основной инструмент для работы с электроникой – это у нас является паяльник. Самый главный инструмент. Ну, что такое паяльник, вы все знаете. Для работы с паяльником лучше всего использовать вот такой вот инструмент, который называется третья рука. То есть в него можно вставлять вот так вот паяльник, и он будет очень хорошо зафиксирован. То есть не будет угрозы того, что паяльник может упасть. Кроме того, инструменты третьей руки есть специальные зажимы, в которых, к примеру, можно зажимать провода для их дальнейшего спаивания. То есть провод хорошо зафиксирован, и, соответственно, можно производить пайку этого провода или, к примеру, лужение. Ну, более подробно процесс пайки мы рассматривать не будем, поэтому по процессу будут отдельные уроки. Хотел только лишь сказать, что также необходимо использовать канифоль для обезжиривания и лужения проводов. И непосредственно сам припой, или как еще его называют по-другому, олово, то есть для произведения непосредственно пайки. То есть работа с паяльником. Здесь у нас, думаю, все понятно. Ставим его в сторонку. Мы же немножко рассмотрим другие инструменты, которые тоже очень сильно облегчат вашу работу с электричеством. И первое – это вот такие вот электропассатижи. Они очень сильно похожи на какие-либо кусачки или клещи, но их назначение немного другое. То есть они необходимы для того, чтобы концы проводов очищать от изоляции. Чтобы у нас есть электропровод, соответственно, кончики в изоляции, чтобы произвести спайку, нужно эту изоляцию убрать. Как это сделать безопасно? Можно, конечно же, убрать изоляцию на конце с помощью канцелярского ножа. Нужно делать, конечно же, это очень аккуратно. Как я уже говорил, нож всегда направлять от себя, но более безопасно будет использовать вот такие вот электропассатижи. У них есть здесь вот такие вот режущие поверхности, где есть отверстия разного диаметра для проводов соответствующего диаметра. Вы подбираете отверстие под диаметр вашего провода, дальше раздвигаете их, заводите вот сюда проводок, закрываете, режущая поверхность прорезает изоляцию до жил провода, после чего вы, удерживая провод одной рукой, второй рукой отводите вот так в сторону. Видите, кусочек изоляции остался на пассатижах, а кончик провода, он оказался очищен от изоляции. Теперь мы кончик провода скручиваем, и наш провод уже готов для произведения паяльных работ, то есть для спайки. Вот такие вот электропассатижи очень сильно упрощают работу снятия изоляции, и в то же время делают этот процесс совершенно безопасным для работы учеников. Также вам понадобится еще один инструмент, это обычные кусачки, с помощью которых вы можете перекусывать провода, то есть кусаете, и провод, соответственно, перекусывается. Обычные кусачки, то есть очень легко помогают для того, чтобы производить нарезку проводов на нужную длину. Чтобы соединять места паяльных проводов или места, где провода скручивались, мы рекомендуем применять вот такую вот термоусадку, или как еще называют термоусадочная трубка. То есть это очень хороший инструмент для соединения проводов. То есть вы скручиваете провода, надеваете наверх термоусадку, обжигаете все это зажигалкой, и провода надежно фиксируются. Мы вам рекомендуем приобрести термоусадку различных диаметров для проводов разного диаметра. То есть для тонких проводов тонкая термоусадка, для толстых проводов толстая термоусадка. При покупке термоусадки имейте в виду, что термоусадка после ее термического нагрева уменьшается ровно в половину. То есть она становится ровно напополам меньше. И нужно подобрать термоусадку такого диаметра, чтобы она после термической обработки плотно зафиксировалась на проводе и не спадывала. И в этом случае произойдет надежная изоляция соединенного провода. Также вам обязательно понадобится вот такой вот инструмент. Это цифровой мультиметр.
который позволяет измерять различные параметры электрического тока, величину напряжения, величину силы тока, сопротивление, а также емкость конденсаторов, контакт прохождения тока и другие параметры. То есть вот такой вот цифровой мультиметр вам очень сильно поможет в работе. Как он работает, сейчас мы посмотрим. С помощью него вы, к примеру, можете узнать напряжение какого-либо аккумулятора, к примеру, вот такого вот литий-ионного аккумулятора. А также, к примеру, мы рассмотрим, как измерить сопротивление резистора. То есть нам необходимо включить мультиметр. Здесь у нас есть два провода, красный и черный. И на концах проводов вот такие вот щупы. Красный это плюс, черный, соответственно, минус. Далее необходимо выбрать необходимый режим измерения. Здесь есть разные цифры. Что значит эти цифры? Эти цифры означают измеряемая величина до. К примеру, вот этот литий-ионный аккумулятор, у него напряжение 12 вольт, но может быть и меньше, то есть если он разряжен. Мы должны узнать, какое у него напряжение. Но максимально у него будет 12 вольт. На мультиметре мы видим напряжение постоянного тока и стоит цифра 20. Это значит, что данный режим будет измерять напряжение до 20 вольт. Как раз нам этот режим подходит. Если мы возьмем режим, где написано 2, это значит измерение напряжения до 2 вольт. Этот режим нам не подходит, потому что наше напряжение может быть выше этой величины. То есть вот эти цифры всегда означают измеряемое напряжение, то есть измеряемая величина до вот этого значения. Выбираем режим 20. Далее берем щупы. Красный соединяем с красным, черный соединяем с черным. И мы видим, что показания у нашего мультиметра, на показаниях нашего мультиметра у нас значение в 12. Значит, напряжение этого аккумулятора составляет 12 вольт. Теперь давайте измерим сопротивление вот этого резистора. Выбираем режим измерения резистора. Здесь, конечно же, вы можете взять большее значение, если вы заранее не знаете, какой здесь номинал. Давайте возьмем в значении 20 кОм, то есть до 20 кОм. Берем один резистор. Так как резистор биполярный, у него нет плюса и минуса, поэтому соединяем щупы с любыми концами этого резистора. То есть здесь не важно, какой конец куда. И вот мы видим показания мультиметра. Так, сейчас, секундочку, я один кончик намотаю на щуп, чтобы можно было вам показать. Мы видим показания мультиметра 0,46. Так как у нас здесь стояло значение 20 кОм, то значит 0,46 это значит 46 Ом. То есть сопротивление данного резистора является 46 Ом. Теперь давайте посмотрим, что здесь написано. Вот, если вам будет видно, здесь написано 47 Ом. То есть, в данном случае была небольшая погрешность при измерении, но мы в целом измерили правильно. То есть данный резистор номиналом 47 Ом. В данном случае мультиметр показал 46, потому что есть небольшая погрешность при измерениях, но эта погрешность, она в пределах нормы. Вот так вот производится работа с мультиметром. Еще бывают мультиметры с автоматическим определением диапазонов. В этом случае здесь на шкале нет режимов с разными циферками. Есть просто режимы для измерения напряжения, силы тока, сопротивления. Выбирая нужный режим и включая мультиметр, он автоматически подбирает измеряемую величину и вам показывает уже целое значение. В этом, конечно, случае удобнее. Но такие мультиметры стоят намного дороже. Вы же можете использовать вот такой вот обычный мультиметр для измерения различных параметров электрического тока. Также для работы с радиоэлектронными компонентами вам понадобится вот такой вот набор пинцетов для того, чтобы можно было захватывать и переносить различные тонкие элементы. Очень удобно. Также мы вам рекомендуем еще использовать вот такой вот набор. Называется он набор радиомонтажника. Здесь есть несколько инструментов с различными тонкими рабочими поверхностями. Допустим, что-то вроде иголочки, такой маленький крючочек, плоская, как отверточка, но очень острое такое лезвие, с помощью которого очень удобно работать с различными электронными компонентами, то есть подвигать их, очищать их от нагара, к примеру, подрезать кончики и так далее. Такие вот тонкие и в то же время очень прочные инструменты для точной работы с электронными компонентами.
Ну что ж, вот такой набор инструментов мы рассмотрели. Как вы видите, существует много разных инструментов, каждый из которых предназначен строго для своей задачи. То, что мы рассмотрели, это минимальный набор инструментов, которые вам в обязательном порядке нужны в вашем кабинете робототехники. Без этих инструментов, к сожалению, сложного интересного проекта у вас не получится. Конечно же, лучше будет, если вы возьмете намного больше инструментов, более специфических. В этом случае вам будет работать более удобнее, комфортнее, и возможно, что даже ваш робот получится еще более технологичнее и более интереснее. Также еще хотел сказать, что при покупке инструментов желательно выбирать более дорогие инструменты. Они более качественные и прослужат вам намного дольше. То есть, во-первых, они будут более безопаснее, во-вторых, они будут более крепче, более точнее, что в целом повлияет на эффективность вашей работы. То есть, если вы возьмете дешевые, но в то же время неточные инструменты, то, возможно, у вас не получится сделать сложные, стабильно работающие механизмы. Ну что ж, а на этом у нас сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. На следующем уроке мы рассмотрим немножко технику безопасности при работе в кабинете робототехники. Спасибо за внимание.